Крыму? Я свое мнение немножко выскажу. Мне тоже кажется, что кровопролитие было бы обязательно, потому что решение брать Крым было принято уже в Кремле к тому времени. Ну, понятно, что эта спецоперация не за 4 часа планировалась, и они бы что-нибудь придумали, объявили бы крымских татар, не знаю, там, террористами, экстремистами, фашистами, там, кем угодно, и была бы бойня, но их не смутило бы присутствие любого количества людей. Мы же на Майдане видели, что даже Янукович начал стрелять в Есть несколько человек, которые вот знают, о чем я говорю, и тем более они знают этих людей, которые к нам приезжали из Москвы в то время. Но эти люди где-то, может быть, немножко этнически или духовно с нами более близки. Я сегодня не знаю, кого из них посылали специально, чтобы попытаться как бы нами манипулировать, а кто из них, в общем-то, к нам приезжал, исходя из чистых своих побуждений. Но я помню один очень длительный наш такой разговор, который я воспринял как вполне возможный план для реализации. По словам моего собеседника, это могло бы быть таким образом. Где-то в одном из населенных пунктов находится несколько семей некрымских татар, вырезанными в очень жестокой форме. Сразу устанавливают исполнителей такого убийства, это оказываются на самом деле крымские татары. Какие-то очень маргинальные люди, может быть наркоманы, может быть их подвели к этому. И открывается возможность для широкого такого негодования всех тех людей с тем, что якобы натворили крымские татары. И несмотря на то, что в Крыму есть все ресурсы, включая уже многие русские части, которые уже находятся в Крыму, 2-3 дня никто не вмешивается, дают возможность проведению этих массовых погромов, и где-то потом только лишь задействуют войска, которые, утихомиривая как бы обе стороны, потому что этим войскам все равно, опять же, как утихомировать и тех, кто якобы погромщик был, и тех, кто громит якобы погромщиков. И происходят вот такие ужасные события, и в это время открывается коридор на Чонгар. И говорят: уходите. И десятки тысяч людей спасают своих детей. Потому что в Крыму спровоцированные погромы. Вот этот вариант я и тогда воспринимал очень как серьезный, возможный. Я сегодня думаю о том, что Кремль был готов совершить такие различные варианты.